Здравствуйте, это новости Татарстана. Информационные итоги дня в ближайшие полчаса. В студии работает Регина Ягудина. В казанском поселке Юдино задержали неадекватного местного жителя. Он выкинул из окна свою малолетнюю дочь. Он берет одну девчонку и вот так прям кидает. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Как обмеление Волги повлияло на рыбу и почему животные чаще гибнут в ДТП? Возникают вопросы по запасам водных биомочересурсов. Необходимо принимать кардинальные решения уже сегодня. Итоги года от Госкомитета по биоресурсам услышала Лина Знатулина. Заинск и как он развивается. Сохранить те темпы развития, которые мы достигли в 2023 году. Что происходит в районе, как это оценивают, узнал Дмитрий Аренин. Чудовищная трагедия чуть не разыгралась в казанском поселке Юдино в многодетной семье. Если бы не случайный очевидец, могли погибнуть двое малышей. В середине дня 36-летний мужчина выбросил из окна 5-го этажа двухлетнюю дочь. Его пытались отговорить, и это спасло еще одного ребенка. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. Детали происшествия у Ирины Васильевой. Мы находимся в поселке Юдино. Позади меня 19-й дом улицы Ильича. С 5-го этажа именно этой многоэтажки сегодня отец выкинул свою малолетнюю дочь. Все случилось 2:30 дня. По словам очевидцев, 36-летний мужчина был в неадекватном состоянии. Из окна 5-го этажа кричал: «Дом охвачен огнем, и он начнет по очереди выбрасывать своих детей». Случайные прохожие вызвали все экстренные службы. У меня окошко приоткрыто было, услышал крики детей. Альберт Бекмулин среагировал на инцидент одним из первых. Он выбежал из машины, забрался на крышу прилегающего магазина, куда могли упасть дети, и начал отговаривать мужчину, но тот не реагировал. Он кричал в окошко, что горит. Я говорю, у тебя ничего не горит. Я говорю, у тебя ничего не горит. Все нормально, я говорю, успокойся. Через некоторое время мужчина выбросил из окна свою двухлетнюю дочь. Альберт Бекмулин успел ее поймать. Падение также смягчил выпавший снег. Ребенка срочно спустили с козырька и до приезда скорой завели в соседний продуктовый магазин. Второго ребенка он пытался, мальчика тоже выкинуть. Я ему не кидаю, говорю, что ты делаешь, это же твой сын. Убери, говорю, ребенка, убери внутрь. И он как бы меня послушал и ушел. И вот там вот с окошка девушка мне окошко открыла. Говорит, он в коридоре стоит. Я выбежал туда, через ее комнату прошел, туда в коридор, забрал второго ребенка, вот того мальчика, передал там еще вниз тоже. Очевидец задержал родителя до приезда полицейских. Уже позже на полураздетого виновника ЧП с трудом надели наручники и увезли в отдел. Сейчас пострадавшая девочка находится в ДРКБ. У нее перелом руки и ушиб головного мозга. Вместе с малышкой также госпитализировали ее братьев 3 лет и 2 месяцев. Все они находятся под наблюдением врачей. Все, больше лишнего народ не надо. На месте происшествия работали следователи, полицейские и прокуроры. Они допрашивали соседей и очевидцев. По их словам, семья начала снимать квартиру в их доме в январе. Глава семейства часто выпивал и скандалил со своей 21-летней супругой. У нас всегда был, у нас проблема была. Они у нас новенькие, только. После Нового года появились. Следователи республики уже возбудили уголовное дело. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проверку начала и прокуратура. Прокуратура Кировского района Казани начала проверку после этого инцидента по поручению прокурора Татарстана Альберта Суергулова. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По предварительным данным, мужчина, выбросивший двухлетнюю дочь из окна 5-го этажа, был в состоянии алкогольного опьянения. Ирина Васильева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Гидрометцентр вновь предупреждает об ухудшении погодных условий. В предстоящие сутки нас ожидает целый букет природных явлений. Этой ночью и завтра в Татарстане пойдет снег. Днем он превратится в мокрый снег, местами метель, ночью еще и туман. Видимость ухудшится до 500 метров. Поднимется сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица и снежные заносы. Нас ждут температурные качели. Ночью до -17, днем -6. Госавтоинспекция напоминает водителям, при сильном снегопаде они должны соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать опасные маневры, особенно не выезжать на встречную полосу. При выборе скорости ориентироваться на конкретные погодные условия.
В 6 вечера сняли ограничения для грузовиков, автобусов и маршрутных такси на передвижении по трассе М5 «Урал». Об этом сообщила МЧС. Оно было введено сегодня рано утром по причине метели и обильного снегопада. В Татарстане из-за плохой видимости осадков движение ограничили на 3 участках в Бугульминском районе и на одном в Бавлинском. Для мониторинга обстановки на дорогах и организации взаимодействия на трассе М5 работали оперативные группы спасательных гарнизонов 2 районов. В Казани прокуратура требует привлечь владелицу здания на Ботанической к ответственности за несвоевременную очистку крыши от снега и наледи. В конце января горожане увидели, как снег и лед сошли с крыши, предположив, что под ними оказались дети. К счастью, прибывшие на место экстренной службы никого не обнаружили. Прокуратура возбудила в отношении собственника здания административное дело за нарушение правил благоустройства, а также потребовала наказать подчиненных сотрудников, отвечающих за обслуживание объекта. Помощи ученых просит Госкомитет по биоресурсам из-за обмеления Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Под угрозой рыба научное сообщество должно дать оценку ситуации, чтобы специалисты могли составить прогноз и участвовать в федеральных проектах. Об этом сегодня говорили на заседании итоговой коллегии ведомства. Приятная новость: диких зверей в республике становится больше. Удручающие они все чаще попадают под колеса. Как уберечь обитателей лесов и рек? В репортаже Лины Зинатуллиной. Очень беспокоит состояние Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Серьезное обмеление Волги и Камы ставит под угрозу водные биоресурсы и требует кардинальных решений уже сегодня. К проблеме нужен научный подход, заявили в комитете. Река Кама и Волга объединяют уже несколько субъектов России, и научные фундаментальные изыскания необходимы. И в дальнейшем позволят принимать уже необходимые прикладные решения в этих проблемах. Здесь мы просим научное сообщество рекомендаций и оценку с предложениями и выходом на имеющиеся федеральные проекты. Как поделились рыбодобытчики, летнее обмеление на промысел повлиять не должно. Рыба успела отнереститься. Главное, чтобы предстоящей весной воды хватило. Снега много, однако, как показывает практика, воду могут сбросить. В прошлом году в республике добыли 3208 тонн рыбы. Сегодня призвали активнее развивать переработку и сбыт. Каждая вторая консерва должна быть татарстанской. У нас столько воды. 400 тысяч гектаров. Ни у кого нет столько воды. И рыбы достаточно. Еще одна угроза – застройка берегов. В охранных зонах особо охраняемых природных территорий продолжают выделять земли под коттеджи. Причина – их границы не внесены в ЕГРН. В связи с этим Фондом пространственных данных совместно с Госкомитетом по биоресурсам прорабатывается вопрос по установлению границ охранных зон 83 ООПТ регионального значения, 73 из которых являются границами водных объектов. К охотничьим ресурсам в республике относится 81 вид животных. Практически все показывают рост популяции. За 5 лет поголовье лося увеличилось на 87%, косули на 226%. Снижена численность лис и кабанов. За последние 2 года в республике ни одного случая бешенства. В 2023-м избежали и африканской чумы свиней. Хотя дикие животные все чаще появляются рядом с человеком. Сейчас настоящее нашествие краснокнижных сов-неясытей. Зима снежная, мышевидные грызуны находятся под снегом, и отсутствие вот этого источника для пропитания, конечно, как-то заставляет животный мир перемещаться в поисках пищи. Летом Заинское водохранилище облюбовали морские птицы. Бакланы способны полностью обезрыбить водоем. До 5 килограмм они едят за один баклан за день. Но вопрос поставили сейчас на уровне республики о том, что отстрел организовать. 216 животных за год погибли в ДТП. Такие аварии унесли жизнь 2 людей, пострадали 113. Госкомитет предлагает отмечать места концентрации диких животных прямо в Яндекс.Навигаторе. Испытания на одном из предприятий республики проходят акустические отпугиватели зверей. Предлагаю хотя бы в рамках пилота на каких-то участках установить, посмотреть эффективность, проанализировать, ну а потом, если что, будем обращаться к руководству республики о дальнейшем широком внедрении. В 2025-м выйдет 4-е переиздание Красной книги республики. Работа над ней идет совместно с Академией наук. Только за год список редких пополнили 14 видов. Лина Зинатуллина, Алмаз Заидинов, ТНВ, Казань. Итоги года сегодня подвели в Заинске. В рейтинге социально-экономического развития этот район ровно посередине. При этом основу экономики составляет промышленность и крупнейшая в Поволжье ГРЭС. Потенциал района высокий. По итогам года экономические показатели выросли. Это отразилось и на обновлении социальной инфраструктуры. Какие задачи и перспективы, расскажет Дмитрий Аринин.
Заинская ГРЭС – основное системообразующее предприятие района. В минувшем году сюда инвестировали более 170 миллионов рублей. Выработка электроэнергии увеличилась на 15%. Как развивается район на конкретных примерах, показали министру экономики Республики Мидхату Шадиахметову, депутатам Госдумы и Госсовета. Основной наш вклад в 2023 году был осуществлен в тепловые сети города Заинска. Здесь помогла программа модернизации коммунальной инфраструктуры, и суммарно по городу удалось заменить порядка 3,5 километров тепловых сетей. Прежде всего, работа направлена на повышение надежности теплосетевого хозяйства, а также на снижение потерь тепла при транспортировке его потребителям. На этот год объем инвестиций в ГРЭС еще больше, свыше 500 миллионов. Однако, как позже на сессии отметил глава района, судьба нового энергоблока пока под вопросом. Сложности возникли после введения санкций в отношении России. Новый проект по строительству энергоблока ПГУ-850 пока, конечно, поставлен на паузу. Вы многие об этом знаете. Конечно, продолжается активная работа с потенциальными поставщиками по возможности замены основного оборудования. Местные предприятия, выпускающие каменную вату, в минувшем году по импортозамещению внедрило газоочистительную установку. Это позволило утилизировать 98% выбросов в атмосферу. Наша корпорация нацелена на экологическую составляющую улучшения жилищных условий того района, где находится наше предприятие, чтобы не было жалоб от людей. По итогам года экономика района показала рост. Объем промышленного производства вырос почти на 5%. Валовой территориальный продукт составил около 70 миллиардов рублей. Заинск – это, конечно же, промышленный регион, промышленный город. И то, что сегодня мы видим, как развивается и в агропромышленном комплексе, и в торговле. Очень много делается и в рамках национальных проектов на территории Заинского района, в рамках реализации республиканских программ. Задача и для республики, и для районов мы видим сохранить те темпы развития, которые мы достигли в 2023 году. Тренд нашего времени – это наши промпарки. В ближайшие годы, значит, развитие в них мы видим. Сегодня гости посетили татарскую гимназию имени Рената Фардиева. Здесь в прошлом году провели капремонт. Учиться стало лучше. У нас есть электронные доски, по которым очень удобно заниматься. Учат театральному мастерству, чтобы в дальнейшем, кто хочет, поступать в театральный. Благодаря новому бассейну в районе хотят как можно больше детей научить плаванию и водным видам спорта. В планах построить еще один спорткомплекс. Я посещаю сейчас все районы своего избирательного округа и делаю такой вывод. Никто в эти трудные времена не просел. Все наращивают и социальные программы. Растут зарплаты практически во всех районах и достаточно большими заметными темпами. Экономика во всех районах и, в частности, в Заинском районе на подъеме. Для дальнейшего развития района Мидхат Шадиахметов обозначил ряд задач. Это улучшение качества дорог, повышение надоев молока, рост производительности труда и повышение зарплаты, особенно на селе. Средняя заработная плата в агропромышленном комплексе района пока она не дотягивает до среднереспубликанских параметров, поэтому здесь нам нужно с вами поработать, но надо отметить, что у вас в прошлом году хорошая динамика по росту заработной платы, 24% у вас рост наблюдается оплат труда в сельском хозяйстве, поэтому эту динамику надо нам с вами сохранить. Как отметили, район активно использует все возможности федеральных и республиканских программ, направленных на повышение качества жизни. Сегодня по национальным проектам Заинску передали технику для коммунального хозяйства, общественного транспорта и экстренных служб. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Заинск. Люди остались без зала и денег. Как клиенты разгромленного фитнес-клуба в Казани лишились абонементов. Расследование интернет-газеты «Реальное время» читайте сегодня на сайте. Сегодня республика отмечает День государственного герба Татарстана. Республика обрела свою современную символику в 1992 году. Рустам Миниханов поздравил жителей и подписчиков в соцсетях с этим событием. За 32 года крылатый барс, символ Татарстана, стал известен далеко за пределами, написал в своем сообщении раис республики. В
центре герба крылатый барс – древний символ богатства, плодородия и благородства Волжской Булгарии. Его приподнятая лапа подчеркивает величие верховной власти и устремленность в будущее. Щит на боку – правовую и экономическую защищенность, а украшающий его цветок астры – вечный источник жизни и долголетия. С Днем государственного герба Татарстана жителей поздравил Фарид Мухамедшин. Республика гордится тем, что ее главный геральдический знак узнаваем и уважаем не только на бескрайних просторах России, но и далеко за пределами. День герба призван еще раз напомнить о неприходящих ценностях и целях, которые нас сплачивают, говорится в поздравлении председателя Госсовета. Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой находится в соседнем Башкортостане. В Уфе он принял участие в торжественном открытии памятника первому президенту республики Муртазе Рахимову. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет. Он ушел из жизни в январе прошлого года. В церемонии открытия памятника участвовал глава Башкортостана Ради Хабиров. К юбилейной дате в регионе приурочены ряд мероприятий. Монумент установили у здания парламента. В своем выступлении Рустам Минниханов отметил: знал Муртазу Рахимова лично, и для многих он был примером для подражания того, как надо работать. С большой гордостью находимся на этом торжестве. Ведь Муртаза Губайдулович — это не только государственный деятель масштаба Башкортостана, это российский крупный государственный деятель, это человек, который образец для подражания. Я искренне хочу пожелать братскому народу развития, Ради Фаридович, умышлар, успехов, и большое спасибо, что вот такой исторический памятник появился вот здесь, в Уфе. Сегодня Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. Здесь раис Татарстана встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Обсудили ход работ по газификации и другие направления сотрудничества. Особое внимание уделили работе «Газпрома» в Татарстане по реализации программы развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года. Сейчас компания готовится к реконструкции и техническому перевооружению ряда объектов в республике. Проектирует межпоселковые газопроводы для подачи голубого топлива потребителям 6 районов – Агрырского, Азнакаевского, Альметьевского, Отнинского, Верхнеуслонского, Зеленодольского. Полным ходом идет догазификация, бесплатная для потребителей подведение газа к границам домовладений. На этой неделе промышленники Татарстана вспоминают двух легендарных руководителей. Сегодня исполнилось бы 99 лет первому генеральному директору КАМАЗа Льву Васильеву. 6 февраля 5 лет назад не стало Николая Зеленова, директора Нижнекамского шинного завода. Лев Борисович оставался бессменным руководителем КАМАЗа 12 лет. За это время с конвейера сошло 300 тысяч большегрузов. Детище Николая Александровича стало одним из стратегических предприятий не только Татарстана, но и России. Об основателях настоящих гигантов промышленности Алия Хайрудинова. Его называют отцом автогиганта. Его знают и помнят. Вот и сегодня к могиле Льва Васильева в Москве несли живые цветы. Знак того, что память жива. Сегодня исполнилось 99 лет Льву Борисовичу Васильеву, легендарному камазовцу, легендарному татарстанцу, потому что судьба связана с республикой. Первый камень строительства КАМАЗа, первый КАМАЗ выпустил. Поэтому он остается великим татарстанцем. Еще при жизни в Набережных Челнах на родине КАМАЗа Льву Васильеву установили бронзовый бюст на гранитном постаменте. На нем золотыми буквами: «Это счастье, что в моей жизни был КАМАЗ. Мне был дан уникальный шанс». Мы строим КАМАЗ. Сегодня легендарному первому гендиректору КАМАЗа исполнилось бы 99 лет. Лев Борисович ушел из жизни в августе прошлого года. Главной страницей его биографии «Лебединой песни», как говорил сам Васильев, стал КАМАЗ. Благодаря ему в чистом поле в Набережных Челнах в 69-м начали строить новый завод, потом и сам город. Первый грузовик сошел с конвейера в августе 76-го года, спустя 6,5 лет после решения о создании предприятия. Лев Васильев оставался бессменным руководителем КАМАЗа 12 лет. За это время завод выпустил около 300 тысяч большегрузов. Это по существу то, что я там был зампредом Госплана, то, что я был министром. Все-таки лебединая песня – это КАМАЗ.
Участник Великой Отечественной войны Лев Васильев был заряжен духом победы. Не только КАМАЗ. При нем в Набережных Челнах и Заинске построили 3,5 миллионов квадратных метров жилья, школы, детсады, больницу скорой медицинской помощи. Трудовую деятельность он начал еще на заводе «Москвич», где прошел трудовой путь от инженера до директора. Позже возглавил Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов Союза. Был удостоен звания Героя соцтруда, награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Трудового Красного Знамени. В 2020 году Рустам Минниханов в Москве вручил Льву Васильеву главный орден Татарстана за заслуги перед республикой. Эту награду, нашу награду, высшую награду Республики Татарстан вручить здесь. Конечно, мы очень желали все это сделать в Челнах, в республике. Большие мероприятия мы провели. Вас не хватало, но вы всегда были с нами. В эти дни в Нижнекамске вспоминают Николая Зеленова. Его называли генералом шинной промышленности, учителем и человеком слова. Николай Александрович был первым директором шинного завода Нижнекамска. Он поднял его с нуля и вырастил целое поколение заводчан. Первые вот умные говорили, самое главное, ты создал коллектив. Вот что главное. При Николае Зеленове были возведены заводы грузовых и массовых шин, которые комплектовали крупнейшие автомобильные производства страны. 27 лет он стоял у штурвала Нижнекамского шинного производства. Вот мы тебе предлагаем такую должность. Если ты откажешься, мы на тебе ставим крест и забудем про тебя. То есть мое будущее уже было предрешено. За добросовестный труд Николай Зеленов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, за заслуги перед Республикой Татарстан. Сердце заслуженного работника промышленности СССР, родоначальника шинной промышленности, остановилось на 87-м году жизни. Он работал до последних дней, возглавлял совет директоров. Алия Хайрудинова, ТНВ, Татарстан. Алексей Песошин сегодня провел заседание наблюдательного совета инвестиционно-венчурного фонда республики. Утвердили концепцию развития до 30 года и одобрили запуск регионального конкурса для стартаперов и студентов «Инновация года». Ранее он назывался «50 лучших инновационных идей». В этом году конкурс будет проходить в 20-й раз и в новом формате. В год научно-технологического развития теперь в фокусе будет обеспечение технологического суверенитета. Участвовать помимо школьников, студентов, аспирантов, научных сотрудников и технологических компаний смогут и корпорации. Сегодня в Татарстане стартовала серия прямых эфиров, посвященных Году семьи. Ее первым гостем стала вице-премьер республики Лейла Фазлиева. Она рассказала об утвержденном плане мероприятий Году семьи в России. Он разделен на несколько блоков. Это здоровье матери и младенца, меры поддержки, укрепление семейных ценностей и не только. Трансляции прямых эфиров будут выходить еженедельно на базе Центра управления регионом. В качестве спикеров выступят руководители министерств и ведомств, а также мэры и главы районов. Прямые эфиры зарекомендовала себя как практика положительная и востребована. И, конечно, когда был объявлен президентом Российской Федерации 2024 год как год семьи, мы сразу подумали о том, что подобные брифинги, прямые эфиры всегда нужны. Эфир позволит рассказать обо всех мероприятиях, рассказать об инфраструктурных изменениях, рассказать о том, что происходит в рамках года семьи. Лейла Фазлиева рассказала о запуске сайта familytatarstan.ru. Электронная платформа создана для удобства всех семей. Здесь хранится информация обо всех мерах поддержки для многодетных, социальных выплатах, республиканских льготах, а также анонсах семейных конкурсов и праздников. В отдельном блоке собраны фотографии выдающихся и талантливых родов Татарстана. В Татарстане за 10 лет количество многодетных семей увеличилось в 2 раза. Сейчас в республике 50 200 пар воспитывают 3 и более детей. Марсель и Дарья Хисматуллины получили этот статус всего 4 месяца назад. У них родился 3-й сын Акмаль. Так что этот год семьи они проведут в новом составе с новыми заботами. О секретах воспитания мальчишек, семейных традициях и о том, каково быть молодыми многодетными родителями, Хисматуллины рассказали Сирине Васильевой.
Баю-баюшки. Дарья Хисматуллина напевает колыбельную 4-месячному сыну Акмалю. Это ее 3-й малыш. Первенца Камиля она родила в 20 лет. Ему сейчас 4 года. Среднему Эмилю скоро исполнится 3. Мальчики растут настоящими помощниками. Вот, поднимаешь наверх. Марсель и Дарья вместе со школьных лет. Поженились в 2017-м. Он сделал предложение сразу после армии. Через год на свет появился их первый сын. У меня есть большая семья, очень дружная, ожаная, веселые. Мы любим на коньке кататься, на лыжах. Несмотря на то, что младшему сыну всего 4 месяца, Дарья продолжает работать преподавателем вокала в школе искусств. Она многодетная мама не только дома, но и на работе. Музыке обучает 40 детей. Я и работаю, и занимаюсь детьми, и также муж работает. Да, бабушки, дедушки есть, помогут. Поэтому, конечно, можно создавать большую семью. Есть поддержка от государства, что самое главное. Поэтому можно не бояться и создавать большую семью. Глава семьи работает в полиции, успевает вести и небольшое хозяйство, разводит кроликов. Есть и собака Зевс. Нету, я ему говорю, не тебе же. Это маме. Спасибо. Поздравить Хисматуллиных с рождением 3-го сына и статусом многодетной семьи приехала делегация из Казани. Они рассказали, какие льготы может получить семья по нацпроекту «Демография». В Республике Татарстан это 30% компенсации жилищно-коммунальные услуги, это до 6 лет средства субсидии на лекарства, кроме того, на проезд на транспорте. А вот такая семья, как Марсель и Даша, учитывая, что маме нет еще и 29 лет, они получили в рамках республиканской меры поддержки многодетных семей, которая была введена по поручению Раисы Республики Рустама Нургалиевича Миниханова, 100 тысяч рублей при рождении 3-го ребенка. Каждый 2-й рубль, который направляется в республике на социальную защиту, поддерживает многодетные семьи. За последние 10 лет их количество в Татарстане увеличилось в 2 раза. Сейчас 50 200 пар воспитывают 3 и более детей. У нас есть семейная традиция. Мы каждый год на годовщину моих родителей собираемся всей семьей и выезжаем на природу. В этот день откладываю все телефоны и занимаюсь только детьми. Мы плаваем на лодке, играем бомбинтон. Своей семьей собираются и на выборы президента страны. В этом году в Татарстане они проходят под этим девизом. Скоро у нас состоятся выборы президента страны, и мы обязательно пойдем туда всей семьей, для того, чтобы исполнить свой гражданский долг. Сирина Васильева, Лиана Бахтиева, Данил Филатов, ТНВ, Высокогорский район. Лауреатам фестиваля «Созвездие Йылдызлык», участникам концерта в городе-герое Севастополе вручат нагрудный знак. Артист-патриот. Летом они выступили перед офицерами и матросами Черноморского флота, бойцами СВО. Гостей праздника познакомили с многонациональной культурой Татарстана. Специально для юных артистов совместно с Министерством молодежи Союз офицеров Черноморского флота учредил нагрудный знак. Детям их вручат в этом году во время гала-концертов фестиваля. Это дети-герои, герои их родители. Высокий патриотический уровень сознания показала Республика Татарстан и члены созвездия Йылдызлык. Когда наши дети из Татарстана со своей чистой, прекрасной культурой поют, люди плачут. Они понимают, они видят, за какую красоту они стоят. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Батрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмесис, в студии Динар Бадрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки характер погоды существенно не изменится. Однако будет дуть очень сильный порывистый ветер. Подробности после полезной информации. Только до конца февраля скидка 20% на изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафа-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Балтаси и Зеленодольске пасмурно, пройдет снег. Температура днем минус 8-10, ночью 18 градусов мороза. В Апастово, Буинске, Дрожжаном тоже снег, будет переменная облачность. Температура от 3 до 8 мороза днем, 17-18 мороза ночью. В Мамадыше, Аксубаево, Нурлате небольшие осадки. Температура днем минус 2,6, ночью 15-16 градусов мороза.
В набережных Челнах, Нижнекамске и Актаныше снег. Днем от -3 до -9, ночью 16-17 градусов ниже нуля. В Альметьевске, Лениногорске и Бавлах будет снежно и пасмурно. Температура днем -2-3, ночью -13-16. В туристических городах республики будет очень ветрено. В Свияжске снег, температура 9 градусов мороза днем и 18 градусов мороза ночью. В Болгаре днем -5, ночью -16. Здесь облачные осадки. В Елабуге облачная погода, снег. Температура днем около -6, ночью 16 градусов ниже нуля. В Казани прогнозируют осадки в виде снега. Температура днем -8, ночью -17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 731 миллиметр ртутного столба. Ветер западный, почти 7 метров в секунду. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойно. Пока это все, я с вами прощаюсь. Берегите свое здоровье. До встречи. Кэннерга Зунгушлыбылсын.